Привет, я Нина, а вы смотрите новый ТОП-7. Паша до сих пор не вернулся из отпуска, а новости не заканчиваются, поэтому без лишних слов начнем. 3,5 года колонии. Таков приговор историку Юрию Дмитриеву. Суд признал его виновным в насилии над приемной дочерью. По остальным статьям – незаконное изготовление порнографии, хранение оружия и развратные действия Дмитриева оправдали. Теперь не только штраф или условный срок, но и 3,5 года колонии считаются в России оправданием. Давайте по порядку. Во-первых, это уже второй приговор. Дмитриева задержали в 2016 году из-за доноса. В 2018 суд оправдал историка по делу об изготовлении порнографии. Но спустя несколько дней Дмитриева снова задержали. Рассуждать о его невиновности я не стану, но есть мнение, что весь этот процесс нужен только для того, чтобы историк не мешался. Если кратко, Юрий Дмитриев с 80-х исследовал места захоронения репрессированных в Карелии, а 23 года назад обнаружил одно из крупнейших – Сандармох. Именно туда в 2018-м пришло Российское военно-историческое общество. Тогда участники экспедиции за несколько дней нашли останки 5 человек, но, не дожидаясь экспертизы, предположили – кости принадлежат нерепрессированным. Через год экспедиция вернулась снова, но результатами поделились только в 2020-м. Угадаете, чьи останки, по мнению военно-исторического общества, были найдены на Сандармохе? Ставьте на паузу и пишите в комментариях. По иностранным гильзам и нашивкам на одежде поисковики сделали вывод – останки принадлежат красноармейцам. Другие мнения не учитывались. Подробнее о деле Дмитриева и его значении для всех нас читайте по ссылке прямо в описании. А вы хоть раз были на публичных слушаниях? Это когда мэрия собирает жителей города обсудить бюджет или, например, надо ли строить новый парк. Если нет, поищите на сайте своего города раздел с публичными слушаниями. Только сначала досмотрите этот выпуск до конца. Знаете, так получилось. Пункт про публичные слушания в федеральном законе есть, но итоги этих самых слушаний ни на что не влияют. То есть выслушать власти обязаны, а вот прислушаться – нет. К сожалению, не весь многонациональный народ в нашей стране – источник власти. Но есть и исключения. Очень редко после публичных слушаний власти меняют свое решение. Например, в Кирове 2 года назад после слушаний и после десятков постов в интернете Вятская епархия передумала ставить монумент Николаю II и его семье на набережной Грина, а Рязанская епархия после общественного недовольства отказалась строить храм в парке. Что делали жители и как именно вы можете повлиять на благоустройство своего города? Читайте по ссылке, сами знаете где. Сегодня я предлагаю вам посмотреть нашу прямую трансляцию, точнее ее запись. Насколько хорошо справляются со своими обязанностями назначенцы, то есть губернаторы, которых в регионы отправляют сверху. И вообще, справляются ли они? Эту тему пару дней назад прямо здесь, в студии Револьт-центра, обсуждали издатель 7 на 7 Леонид Зильберг и сыктывкарская общественница Юлия Посевкина. В эфире Юлия и Леонид обсудили нескольких глав Коми: нынешнего исполняющего обязанности Владимира Уйба, бывшего главу Сергея Гапликова и его предшественника Вячеслава Гайзера. Пересказывать не буду, эфир шел меньше 40 минут, самое то посмотреть за ужином. Когда посмотрите, поделитесь своим мнением прямо в комментариях и обязательно напишите, кого из моих коллег вы хотели бы видеть в следующих прямых эфирах. Думаю, самое время познакомить вас с редакцией 7 на 7 поближе. И не забывайте ставить лайки. Помните, как нам рекламировали поправки в Конституцию? Типа «дети – важнейший приоритет госполитики», «не отдадим их в руки кому попало» и все такое. Так вот, в Карелии все поняли по-своему и отдали годовалого ребенка не родственникам, а под опеку. Об этом пишет наш сегодняшний блогер недели Татьяна Смирнова. История полностью описывает Россию. Жила в Карелии семья – мама, папа и ребенок. Все хорошо. Потом семья разошлась. Ребенок остался с отцом, а мать родила еще одного уже после развода, но от того же человека. Рано осуждаете, суть не в этом. Женщину задержали на улице в нетрезвом виде с ребенком, которого отправили сначала в больницу, затем в дом ребенка.
Родные отец с бабушкой, как только узнали об этом, причем не от полиции или органов опеки, а из соцсетей, начали носить передачки в больницу, пытались встретиться, общались с социальным педагогом дома ребенка. Но мальчика все-таки отдали под опеку в Волгоград по причине отсутствия интереса семьи. Я не знаю, какими словами это можно прокомментировать. Почитайте всю историю по ссылке в описании. А семье я желаю терпения и сил. Надеюсь, суд 6 августа встанет на сторону родного отца. Как и все, кто уже давно читает 7 на 7, вы знаете, лето для нас – период баркемпов. Вкратце, баркемп – это неформальная конференция для гражданского общества. В этом году мы собирались провести его аж в 8 городах, но пришел коварный коронавирус. Поэтому, следуя тенденциям, которые диктует нам 2020, встречайте первый баркемп онлайн. Лекции, дискуссии и даже развлекательная программа. Все, как вы любите. Тема этого года – солидарность. Обсудим дело Юли Цветковой, узнаем, как прошла онлайн-монстрация, поговорим о ситуации в Беларуси и о многом другом. Кстати, любой из вас может стать спикером. Для этого нужно просто предложить свою тему лекции. Уже заинтересовались? Бегом регистрируйтесь по ссылке в описании. Полина против сталкера. Нет, это не новая книга Дарьи Донцовой. Так называется визуальная новелла, которую выпустила студия Noesis из Петербурга. Если что, сталкеры – это не про Чернобыль. Сталкинг – это такая форма запугивания и домогательства. За вами очень настойчиво наблюдают. Мониторят в соцсетях, следят на улице, спрашивают ваших знакомых, где вы находитесь и так далее. В кризисном центре для женщин сталкингом называют все эти действия, если они продолжаются больше месяца и сталкеру четко говорили «нет». По замыслу авторов, игра «Полина против сталкера» не только рассказывает о проблеме, но и сориентирует, как себя вести, когда тебя или твоих родных преследуют. Вообще, сталкеры – жуткая штука, я лично пережила что-то похожее. Вроде это рубрика «Кому помочь?», причем здесь игра. Я предлагаю каждому из вас, как минимум, прочитать статью по ссылке в описании об этом проекте. Ну и поиграть, если у вас телефон на андроиде. Тем более, авторы говорят, каждый эпизод игры занимает минут 20. Самое то для перерыва или поездки. А на айфоне игра станет доступна чуть позже. За всеми обновлениями следите в соцсетях игровой студии. Неделька выдалась не из легких. Пишите в комментариях, как сильно вы соскучились по Паше. Шутка. Просто ставьте лайки, подписывайтесь и жмите на колокольчик. С вами была Нина, и еще увидимся, если меня не задержат на очередном пикете. И по традиции, сделаем Россию горизонтальной!